Известный философ Аристотель изучал пчел и работал на пасеке. Я тоже хочу узнать немного больше об этом древнем занятии и на день стану пчеловодом. Денис, доброе утро. Какой фронт работы мне сегодня предстоит? Сегодня мы будем делать классическую работу стандартную пчеловода. Это осмотр семей пчел и отбор меда. Так, для начала нам нужно разжечь дымарь, да, чтобы окурить дымом пчел, они становятся смирные. Не взорвется? Не взорвется, мехами просто как в кузнице. Сейчас мы будем смотреть наличие меда, зрелый, незрелый. Волшебная стамеска пчеловода. Отодвигаем рамочку. Раз, два. Вау, сколько их тут! Берем волшебную щетку, шметку и сметаем движениями вниз. Аккуратнее, не без резких движений. Не надо, не надо. Вот такие рамочки отбираем и ставим. Он пройдет этап откачки. Медогонка откачивает под действием центробежной силы. Еще стекает мед и разливается по ведеркам. Сейчас мы будем снимать еще незрелые корпуса над гнездом пчел и осматривать само гнездо. Вот это самая трудоемкая работа, не женская. Прополис он липкий. Поддеваем, чтобы он задышал. Я не могу поднять. Чувствуете, какая цена меда, да? Сколько килограмм весит? Ну, тут, наверное, килограмм 25, наверное, веса общего. Дерева, я рамки. 40. Так не поднимите. Нет, я должна это сделать. Куда мне его Ну как, поставить? наверх? Можно я Вот туда сюда. там пониже? Можно, под ноги смотрите. Вот, на уголок. Оп, ну как? Больше не хочу поднимать. Следующий. Сейчас уроню. Вот. Осматриваем рамочку и смотрим на наличие засева, расплода. Матки здесь я не вижу. Идем дальше. Берем, поднимаем. Не торопимся. Вот маточка ходит у нас. Мы увидели, проконтролировали наличие матки. Роевого нету. Пчела работает, черва есть. Все в порядке в семье. То есть ее теперь нужно закрывать. Осенью, зимой перетапливаем воск, изготавливаем новые рамки, починка инвентаря, там, покраска, подготовка к новому сезону. Все. Все, работа готова, да? И так еще семей 30-40 за день. Конечно, должна быть большая любовь к насекомым для того, чтобы заниматься пчеловодством. Это работа на 50% физическая, на 50% монотонная. Плюс, что ты находишься на свежем воздухе. Но, конечно, работать в жаркую погоду в такой экипировке очень тяжело. А вам, дорогие телезрители, желаю хорошего дня.